Религиозные деятели, депутаты местного самоуправления, молодежь, учителя, представители полиции, да и простые жители снова собираются в одном зале. Инцидент, произошедший на посту Яндари, и причины, приведшие к трагедии – это тема, которую обязаны поднимать на каждом сходе. Оба нападавших из Карабулака, многим из сидящих здесь знакомы, воспитанные, полные сил молодые люди, поступок которых многих поверг в шок и оставил без ответов на столько вопросов. У одного из них остались жена и маленькая дочь. 3 месяца дочка родилась у него. В сентябре Хазнане Лырцин. Брат есть, который на заработки ездил. Маленький ребенок у него. Да, 3 месяца. Что могло повлиять на людей, о которых вспоминают как о законопослушных гражданах? Над этим вопросом Магомед Албаков, как, впрочем, наверное, и вся республика, не раз задумывался. Но вразумительного ответа никто дать не может. Почему именно он совершил это, можно сказать, нападение? Все это сейчас органами власти, управления органов внутренних дел полностью это все устанавливается. Все идет из дома. Фраза, ставшая в последнее время уже расхожей в нашей республике. Ведь сложно не заметить, в каком настроении приходит или уходит из дома ребенок, говорят на встрече. Увидев, что их что-то беспокоит, надо обязательно поговорить об этом, вне зависимости от возраста, объяснить, что плохо, а что хорошо. Все начинается с матери, с отца. Вот там воспитывается человек. Потом школа. Надо в школе работать. И общественный совет, и депутаты. Давайте составим план график работы и будем работать со школами, с ребятами, будем встречаться, беседовать с ними. Школьные психологи и религиозные деятели, в их руках на сегодня ключ к правильному воспитанию подрастающего поколения, уверены собравшиеся. Имамы мечетей должны на наглядных примерах учить молодежь выбирать правильные приоритеты в жизни, а главное не делить их на группы в зависимости от религиозных взглядов. Всевышний один, и правильный путь к его довольству должен быть только один. Надо убедительно доказать, убедительно. Подобные встречи продолжаются по всей республике. Профилактика – лучший способ предотвратить повторение подобных трагедий и воспитать молодежь в правильном направлении. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.